Друзья, ну как я вам говорила, а нас надолго не хватило, уже диванчика там нет, вы это видите, все, стол стоит на своем месте. Девочки, я сейчас собираю вот такой вот заказ, он большой. Девочки, как я и говорила, нас надолго не хватит, все, дивана там уже нету, диван стоит на своем месте. Всем привет, да? О, у тебя волос классный. Девочки, сейчас я собираю посылку, вот химия, это вот не один заказ, он идет на Москву. Вот. А я не сам посылку. Хидала, Бисхан, хиецла. Значит, здесь в заказе вот так 3 мыла. Вот. Здесь большой заказ, видите, он идет. Дезодорант. 2 таких мыла, стиралити, потом парфюм, 2 такие бутылки, фиолетовые, красные, шампунь и бальзам, черный дезодорант. Ага, антабакс, ополаскиватель и порошок, антабакс для посуды, антабакс подушечки, антабакс ведро стиральное. Это все идет на один адрес. Сейчас мы собираем. Ящик, шая, пустые ящики. Да. Да, куда сюда, я у тебя. Я пересажу. Не вариант, я да, я... Смотри, что делать. Как он назвал? О, как красиво. Пока запенили вокруг, поэтому открыть пока дверь невозможно. Ну, в общем, все буду показывать, насколько это вообще возможно. Да? Ручка красивая, дверь тоже аккуратно. Ну, нет. Его я что? Постель, рубашка. Ну, да. Вот классно. Кстати, это кухонный размер ящика. Вот так сколько ширина? 4? Длина. А вот так? Девочки, получили новые ароматы. Вот такие вот Ленор. Но я хочу сказать, что у меня вот такая вот была. И вот такая вот у меня была. А эти все, они новинки. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Еще была одна, но я уже их отправила. Их, девочки, очень-очень надолго хватает. Буквально, знаете, я вам дам хороший совет. Салфетку есть, вот салфетка влажная, да? Взяли салфеточку, в них положили эти гранулы, завязали и кидайте вместе с стиркой в барабан, чтобы эти не распадались по всему, прям там по барабану, да? А вот салфеточку завязали хорошо, и пускай она крутится. Это ополаскиватель гранулы. Я вот постельное такое бывает, знаете, покрывало. Или там вещи, там, допустим, мы приехали, целый день походили, сполоснуть просто с ароматом. Я не добавляю никаких порошков, ничего. Зачем? Утром платье одели, на рынок съездили, приехали. Оно не в пятнах, не жирное. Просто оно, может, где пыль села. Просто сполоснуть нужно, буквально там на 15-18 минут. Кидаю вот в мешочек вот такие гранулы. И отличный запах, и чистенькая, и цвет красивый. Вот такие вот гранулы, девочки. Вот такие, это все, это новинка, посмотрите. Вот такие гранулы. Это все запахи, знаете, цветов. Очень хорошие запахи, очень хорошие. Нет ни одного плохого запаха. Вот фиолетовый Ленор. Вот.
У меня, девочки, не подделка. Многие часто жалуются, что подделка бывает. Получают они где-то там, я не знаю, где заказывают. Нет, у меня не подделка, у меня все 100% оригинал. За каждую баночку я отвечаю, потому что я знаю, где я беру, с кем я имею дело, поэтому у меня никогда не было еще с этим проблем. Вот такая вот красота, посмотрите. Они по 1000 рублей, все. О, двери уже стоят. Пожалуйста, в ванну. Видите, тут еще доделывать, конечно, надо. Все здесь. Ну а так уже все капитально. По бокам тоже сделают и будет все. Ванна почти готова. Вот в кухню дверь тоже стоит. Пожалуйста. Сюда еще сделает все, что нужно. И будет капитально. Даже в спальню нашу тоже дверь стоит. Две двери стоят тоже. Сейчас вторую тоже покажу. Вот. Стоит дверь в ванную. Заходим. То есть не в ванную, в комнату. Вот. Пожалуйста, дверь стоит уже. Здесь дверь стоит уже. Ну, две двери есть, пожалуйста. Там что-то делается. И, в общем, ну, как двери закончатся, нужно уже это... Я не знаю. Ну, супруг-то знает, вы, может, подскажите, ну, начать нам с чего? Обои сначала поклеить или вот эти вот прибить по краям? Я так понимаю, поклеить обои, вверху вот это вот приклеить. Я всегда забываю. Всегда. Карнизы. Это плинтуса, это карнизы. Что из них первое сделать? Я думаю, обои поклеить и потом уже по обоям карнизы. Я думаю, так будет правильно, нет? Если не так, дайте, пожалуйста, совет, как правильно. Вот. Все, с дверями закончить, все отсюда вынести, вымыть наконец-то, почистить здесь. Здесь Висхам еще затирку не сделал в этой комнате. Делать щели, белую затирку. Не сделал. Этот ящик мне для посылки сейчас будет нужен. Ну а так, друзья, в принципе, вы видите, да, что уже мы как бы на финишной. Хотя начнется самое интересное. А это куда дверь? А, это в комнату. Я забыла, куда эта дверь идет. Это в комнату. В ту, где сейчас он работает. Запенил вокруг на ночь вчера. Ну, когда вокруг все это будет, обои, вы же понимаете, это уже будет другой вид. Это уже будет совсем другая комната. Я знаете, что думаю, друзья? Я же думала, кухонная будет только на этой стене. Не получается так. Знаете почему?
Слишком она маленькая. Ну, она бы так нормальная была, в принципе, что там в ней. А холодильник? Холодильник же станет, наверное, может, туда. Скорее всего, там будет холодильник, да. И тогда совсем мало остается. А я планировала на эту стену, там до конца думала кухню, а на это диван. Но мне такой диван сюда большой не нужен. Это чисто для кухоньки такой, чтобы он был, как сказать, ну, присесть там иногда вечером, может. Кто-то за столом сидит, ты на диванчике там посидишь, полежишь, телевизор будет здесь. Вот, я думаю, может быть, угловую сделать, вот, например, где беговая дорожка заканчивается, вот так пускай еще будет кухня, да, например, там в углу мойку можно поставить, да, вот от этой кухни и до конца можно диванчик поставить, такой раскладной красивый диванчик. У меня есть еще здесь место, в принципе, и прям хорошо диван бы мог сюда стать, отлично, диванчик мог бы сюда стать, но... Хотя, что, зачем его разлаживать? Там, если иногда гости приедут или кто там, если вдруг крайняя необходимость. А так он сложенный, пускай стоит. Здесь достаточно, очень даже места. Здесь за дверью он. Очень даже диванчик станет даже. Отлично. Я не знаю. Ну, как-то не знаю, как оно будет, если он будет здесь стоять, диванчик. Красиво это будет или нет. Или здесь все-таки... где беговая дорожка, вот так сделать угловую кухню, и вот от нее как раз такой диванчик будет нормально. Мне кажется, так будет лучше. Напишите, пожалуйста, свое мнение, посоветуйте, как поступить лучше. Ну, понимаете, да, что... Мне бы так хватило кухня. Почему? Потому что все равно под навесом у нас будет строиться рано или поздно, начнется. Вот как здесь закончим, в доме, во дворе с делами. Там начнется стройка у нас, да, например. Это однозначно. Там на первом этаже это будет большая кухня, тоже такой кафель будет, теплый пол. Но сейчас, что меня интересует, это мне не такая уж большая кухня здесь нужна была чисто, да, вот этих шкафов, сколько их нету, только разные. Извиняюсь за выражение, хлам собирается и все. Я сказала, я сюда занесу один набор кастрюлей, один сервиз, бокалы, все. Мне не нужно тут этого всего барахла, это только мусор собирается. Ну, естественно, продукты будут там, да, какие-то. Вот. То я думаю, мне этой кухонной на эту стену хватало 4 метра вообще. 4 с чем-то даже, достаточно. Но я совсем не подумала о том, что там, например, будет холодильник в углу стоять, он тоже какое-то место займет. И тогда остается очень мало. Либо я еще предложила такой вариант супругу. Если поставить холодильник и кухню угловую сделать и вот так до конца ее, чтобы прям ее прям было вот так и вот так. А диван я могла сюда поставить. Но он говорит, о, у тебя вся кухня будет в кухонной мебели. Она у тебя все место займет вообще, короче. Ну, короче, мы не можем прийти пока к общему мнению. Немножко у нас такие споры. Ой, подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. Жарко сегодня. Девочки, собираем посылки. Харачи Юанджо, пакет. Девочки, вот такие ящики собираем, тоже отправляем. Вы знаете,
По почте это очень дорого, уходят ящики почтовые. Поэтому я теперь как бомж по мусорникам лажу. Ну, не по мусорникам, вот мы едем на оптовую базу, а там много ящиков они выносят. Товар на полке раскладывают, и остаются ящики. И я вот теперь их собираю, чтобы все ради вас, чтобы вам это было как можно дешевле, девочки. От души стараюсь. Эти ящики собираем, чтобы они были не почтовые. Вот. И чтобы вам за это не пришлось платить. За тару. Насколько это возможно, вот стараюсь. Здесь тоже вот полный ящик постели. Вот такой вот тоже собираем. И да, Анжел. Духи получили сегодня Яра, девочки. 4 расцветки разные. Ну, делай. Подержать тебе нужно? А что, одевай. Адрес делаете. Смотрите, девочки, что тут творится. Видите? Вот так собираем. Девочки, ну и так как показываю посуду, показываю вам тряпочки, хочу вам показать и средства, которыми пользуемся именно мы, потому что в продаже у нас есть разные. У нас есть и АБЦ, Перос и так далее, и так далее. Но те средства, которыми пользуемся мы, я не говорю, что что-то плохое мне. У каждого сколько людей, столько мнений. Антабакс для мытья посуды. Перепробовав все, это №1. Это, во-первых, экологически безопасно. Вот. Во-вторых, это просто одной капелюшки хватает очень-очень на много посуды. А представьте, тут состав, не состав, а литраж 1,2 литра есть в синей, а это у нас 1,36. А здесь вот 1,2. Но это реально хорошее средство. Очень. А вот это просто бомбище. Просто бомбище. Стиралити, девочка, у нас по 800 рублей. Но у нас это не подделка. Их очень много подделок. Потому что мои зрители заказывают, люди пользуются. И они точно говорят, и видео есть, что у Кисы это не подделка, а все, мы работаем напрямую. Поэтому все у нас... Оно делает все. Уборка, чистка. Самые грязные кастрюли она очистит. Вот, диваны, паласы. Стирать можно. Все, 20 в одном. Поэтому можно с ней делать все. Даже моя свекровь фотографировала, отправляла всем своим знакомым, говорит, вот это вот у нас получилось так, что Висхан заснул и оставил чайник на печке. И бабушка утром просыпается, чайник весь черный, сгорел. И она его взяла, почистила вот этим. Она говорит, я теперь точно могу дать рекламу, что это что-то невероятное. А чайник превратился в новый, реально. Она очистила, правда, именно с вот этим стиральницей. А девочки, смотрите, Антабакс. Из химии, чем пользуюсь я. Значит, у меня вот такой вот жидкий порошок, и для ополаскивания тоже я пользуюсь. Они разные цвета есть, но оно настолько густой, знаете, я вот тоже, как сказать, перепробовала уже все это, да, но тем не менее, каждый раз для меня здесь крышка закрыта полностью. Ее невозможно открыть. Он настолько, я даже в руках не могу. Хотя здесь 2 литра, я в руках не могу держать, настолько он густой. Там реально хватает капельки. Вот реально хватает капелюшки, чтобы перестирать. Здесь... Здесь где-то даже было, где-то я...
Не помню. А, это может на подушечках было. Ну вот здесь показывается, как это использовать, жидкое это средство. Его реально бутылки хватает очень надолго. Очень надолго. Для цветных, для белых вещей это разницы нету. Не будет такое, что для средством для, допустим, антабакс для белых вещей черные вещи станут белыми. Нет. В стирке они все, тут уже съемка идет, и здесь съемка идет, они приобретают насыщенный красивый цвет. Вот как будто вещь только купили. Даже купленная вещь мы все время стираем, да? Даже когда мы простерем, чисто 15 минут, вещи становятся ярко-красочные. Вот реально говорю, вы многие, кто покупаете, это уже знаете, кто еще не покупал. Вот мерная пробочка, с ней пользоваться, с ней очень легко. Вот об этом я говорила. Антабакс, подушечки, они разные есть. Вот здесь открывается как портфель. Сейчас здесь вот 52 подушечки. Даже в этих Тай, там, Ариэль и другие, у них столько не бывает подушечек. Но реально одна подушка творит чудеса. Вот честно. Для меня это тоже было шоком. Полный барабан, вот этого вот, знаете, прям внутри даже вещи не видно. Мыльная такая водица становится прям густая вот от одной подушечки. Покажи. 52 стирки, девчат. 52 раза вы А постираете. чё они такие скользкие? Ну, скользкие они такие. А что там? Это реально хорошая вещь, за которую я перед любым человеком дам ответ. Потому что, во-первых, много раз вы будете пользоваться ним, да. Во-вторых, это экологически чисто, вот, экологически чистый продукт. И легко закрывается, раз. Вот. Ой, какой запах хороший. Маша, какой аромат хороший. Вкусно ходит? Мы ж по 200 имеете, откроешь. Пожалуйста. Ой, взрослый, 4 Классно. 800 рублей. Для маленького, сколько? Маленький, мало. 100 ходит, да? Вот такие вот АБЦ парфюм. АБЦ парфюм это вот идет аромат и действительно как будто вы духами подушили свои вещи. Вот в прямом смысле этого слова. Они идут 1,3. Нет, парфюм АБЦ, они идут 1,4 литра. Правильно же? 1,4, да, потому что 1,440 они идут. Вот эти тоже 1,440. Вот эти вот, они все, вот эти вот, 1 литр 440. Вот они. Смотрите. Вот они, 1 литр 440. Все вот эти. Правильно? 1 литр 440, да. Они все, вот сирени запах. Смотрите, очень. Это можно использовать и для детских вещей, и для взрослых. Здесь вот именно вот эти вот, они и для детских, и для взрослых вещей используются. Посмотрите, девочки. Вот они. Так, большие пока в сторонку уберем. Ма, хотя тебя выйду, ма. Включаю парфюм. 1,4 литра, да. Вот они. Цена у них, девочки, 500 рублей. Любая из них. Ароматы очень хорошие. Пахнут. Единственное, перос, они по 600 рублей. 60 стирок. Вот эти перос, они по 600 рублей. Это нет, это 500. Гранула, Анжел. Какую цену там гранула? Всех цен не запомнишь, девочки. У меня все записано. Гранулы, какую цену, Анжел? Они разные. Есть гранулы абсолютно разные ароматы. Вот. Ленор. Но это на очень надолго хватает. Там совсем капелюшку этих гранул. Это такое хорошее ополаскиватель. Даже я стираю без порошка. Я не добавляю. Если там бывают какие-то вещи просто там,
Я съездила куда-то, мы там с супругом куда-то съездили, приехали, да, вещи. Просто сполоснуть нужно. Вот немножечко, капелюшка, гранул. И тогда вы будете ходить, вот сколько вы ходите в этих вещах, столько идет от них этот аромат. Анжел, сколько у нас стоит Ленор? Ленор? Да. Гранул, да? Гранул, да. Ариэль, Рено, у них одна цена. 1000. 1000 рублей, девочки. Они были по 1200. 1000 рублей. Вот такие вот. Например, Перос, это ополаскиватель. Здесь 3 литра в этой бутылке. Ой, какой аромат хороший. АБЦ здесь 2700 литров. Вот АБЦ 2700, девочки. Вот такие вот. Это в больших бутылках. И ополаскиватель. Это же ополаскиватель, достань их, Анжел. В этой синей бутылке. Вот эти вот 850. У них и красные есть, они разные. 5 литров АБЦ ополаскиватель 1200. Они разные есть. И, девочки, запахом сирени есть. И разные полевые цветы. У них разные есть цвета. И запахи тоже роза, ромашка, запах сирени, потом белый запах цветов. Вот как здесь, например. Вот такой вот. Вот эти все расцветки у них есть 5-литровых. Вот. 1200. Это у нас 1000 рублей, девочки. Это как ас. Белизна. Как вот белизна мы пользуем. Ас, да, добавляем в синих бутылках. Это вот АБЦ. Вот это по 1000 рублей. Все, девочки. Не хочется снова и снова повторять. Но я работаю на совесть в этом плане. И мы работаем напрямую с Турцией. У нас нет никаких подделок. А этими подделками просто рынок кишит. Я когда приезжаю, они мне составляют накладную. Когда я начинаю работать, они мне сразу говорят: вам подешевле, ну, подделка, какой, оригинал давать или... Нет, конечно, нет, ни в коем случае, никаких подделок. Там прям открыто говорят, это, то есть никто этого не стесняется абсолютно. А люди есть, которые ведутся, цена меньше, но это стиркой постираешь, от нее не будет никакого запаха и вообще она некачественная. Лучше взять подороже, но взять хорошую продукт. Я, например, этим всем все перепробовала. Вот все буквально. Потому что мы любители всего этого, перестирать, там это, что Антабакс, что АБЦ, что Перос. Это хорошие, мощные фирмы. А там уже, как говорится, у них у всех идеальный аромат. Нет, я каждую бутылку открываю. Каждую бутылку на базе, чтобы подобрать аромат и запах. Потому что я примерно знаю уже своих подписчиков, своих клиентов, что они и как любят. Вот, поэтому отправляем мы по всему миру. Без проблем, девочки, отправляем. Также, если, например, химия, она тяжелая, ее по почте будет дороговато. Лучше химию отправлять и посуду бьющуюся или большие сервизы по транспортным компаниям. Самая лучшая компания – это компания «Энергия». Самая лучшая в каком плане? Потому что у них пересылка идет дешевле, чем Почта России. Ну и, естественно, товар весь приходит целый. За всю мою практику 1 или 2 раза у меня были немножко проблемы, и все. Остальное все в идеальном свете. Мне все это нравится, мы давно работаем. Плюс, так как у меня бывает много посылок, я постоянный клиент, я уже об этом говорила, но так как новые подписчики, все-таки я повторюсь. А мне полностью на все мои посылки минус 10% скидка идет. То есть, допустим, у вас сумма 10, например, у вас сумма 1000 рублей, извиняюсь. Исходя из этой суммы, минус 10% еще. И пишется уже цена окончательная в чеке. В общем, они разные цвета, девочки, это 100% оригинал. У меня нет подделки вообще, в принципе, от слова совсем. И если кому-то она достанется, хотя это не случится, я приму товар назад. Но я точно знаю, что я работаю с оригиналом. Все. Девочки, порошки. Порошки у нас есть 9 килограмм разные. Значит, порошок Антабакс 9 килограмм 1500. АБЦ 4 килограмма 950 рублей. Вот, АБЦ 3 килограмма 850 рублей. Но вот эти вот они более ходовые, потому что у них вес небольшой. Они как бы, ну, у тех, у кого большая семья, выгоднее, конечно, взять 9 килограмм. А там перос в ведерке. Перос для посуды 1200 у нас есть. Для посуды там 5 литров или сколько-то.
Гранулы Ленор у нас 1000 рублей. Вот. Так, Перес у нас порошок вот этот. Ты ничего не писала у них цены? 950 рублей. Но это очень хороший порошок. Очень хороший. Нет, здесь нет, это в другой накладной, Анжел, не в этой накладной. 950 он. Вот этим порошком я пользовалась. Девочки, Антабакс в ведре не пользовалась, врать не буду. Вот. Но я знаю, что такое Антабакс вообще, поэтому я знаю, что это класс. Антабакс в ведре. Сколько у нас тут килограмм, Анжел? По накладной посмотри, я сейчас скажу тебе. 4 килограмма. По накладной посмотри. В общем, вот эта ведерко, девочки, стоит 1100. Вот это вот Антабакс, большое ведро, запах розы. Но тут, ой, девчата, тут, знаете, это что-то с чем-то. Какой аромат у них. Еще есть один аромат в черном ведре тоже. Они есть. А вот это я пользовалась. Вот этим ведерком мы пользовались. Здесь внутри пакетик, еще порошок в этой баночке. И плюс еще внутри в пакете он закрыт. Очень легок в использовании, классно. И теперь мы туда насыпаем там порошки другие. Вот. А в большом таком ведре Анжела у нас моет полы в доме. Вот. Хорошие ведерки тоже бывают нужны в хозяйстве. У них тоже разные ароматы. Но цены я вам сказала на них. Вот. Ну, естественно, капсулы. Они у нас незаменимые. В общем, девчат, цены я на все это сказала. Девочки, АБЦ у нас есть и ботаник, и с розой, и вот с таким ароматом. Еще есть фиолетовый запах сирени. Какие еще были, Анжел? Розового цвета есть у нас, да? Ну, это... Сегодня уже мы ждем, сегодня придет, но сейчас просто мы ждали, они никак в дороге едут, везут нам химию, но когда они приедут, это Аллах об этом знает только. Просто вы мне многие брали, и вы знаете, что они есть, разные цвета. Вот такие вот 5-литровые огромные бутылки, очень удобные, надолго хватает, ополаскиватель, аромат вообще обалденный, 100% оригинал, ну, вот так вот. Значит, в этих в зеленой бутылке и в голубой у нас находится белизна, гель, вот как ас я уже говорила. Но только это АБЦ. Тоже надолго хватает для белых вещей, девочки. Для белых постелей, для рубашки белые отстирывает прекрасно. Сейчас сезон начинается, дети пойдут в школу. Надолго хватит этой бутылки очень. Опять повторюсь, что через транспортную компанию это намного дешевле выходит, чтобы вы понимали. Ну, вот так вот. И вот эти вот АБЦ ополаскиватели тоже они есть. Классные ароматы. У них здесь, девочки, 2700. 2 литра, почти 3 литра. Очень хорошее качество. А также, девочки, шампунь в таких, профессиональный шампунь, в таких больших бутылках мощных. Вот, и к ним же идут ополаскиватели. Вот. Разработан в Корее. Содержит уникальный. Короче, литр 200. Литр 200, а бальзам-ополаскиватель здесь 930. Ну, почти тоже, можно сказать, плюс-минус литр. Джо, нравится, что это вообще классная маска, вообще, да, шампунь? Да, это кондиционер. Турция. Кондиционер. Ну, волосы такие мягенькие, да, становятся? Бальзам Бальзам для волос. для волос. Я уже сказала, что это бальзам. В общем, девчата, все вместе, например, шампунь и бальзам, к примеру, вот так вот, вместе, да? Это стоит 750 рублей. 2 в одном. 750 рублей. Огромная какая бутылка шампуня. Корея, очень хорошее качество. Волосы мягкие, прям такие гладкие, послушные становятся. Девочки, идем по шампуням. Шампуни тоже есть разные расцветки, разные цвета. Я еще в сторис буду закидывать, в Телеграм тоже. Значит, шампуни вот эти вот
Декс шампунь. Вот она. Декс шампунь. Они здесь, значит, 800 миллилитров. То есть, грубо говоря, литр шампуня, девочки. Вот эти шампуни, они у нас были, эти шампуни по 1200. Сейчас они у нас 950. Хайр шампунь у нас стоит 500 рублей. Тоже очень хорошая, турецкая. Здесь 650 грамм. Реально классный аромат. И волосы мягкие-мягкие становятся. Дальше идем. Клеар шампунь. Это Турция. И мужская, и женская. Клеар шампунь, девочки, по 350. Вот это вот. Декс у нас мыло 4 штуки. Вот в конце я вам покажу сразу, пока по списку цены идут, чтобы я потом не... У них абсолютно разные ароматы. Всего не выложишь, все не покажешь. За раз еще у нас обзор кастрюли большой. Вот такое вот массажное мыло. Очень... Ой, такие ароматы. И действительно мыло не сушит кожу. Это Турция. Очень хорошее качество. Когда трешь мылом, прям как будто массаж себе делаешь, да? Очень хорошее мыло. Декс. 4 штуки, девочки. Вот так вот 4 штуки. Стоит 300 рублей. Мыло на 20 рублей подорожало. Да, мыло у нас было 280 рублей. Сейчас эта упаковка стоит 300 рублей. Но это того стоит. Вот как на базе цены, что на что-то поднимается, на что-то опускается цена, это совершенно не от нас зависит. Но в данный момент у него вот такая удобная упаковка. Кладешь вот так мыло. Ну, в смысле то, что использовать. В использовании такая кожа мягкая становится. Знаете, сразу видно, кожа не сушит, что это вот оригинал и очень такое хорошее качество. Девочки у меня берут, они знают, что качество Декс очень хорошее. И черное есть, и оранжевое, розовое, разные расцветки. Дальше для душа детский, девчат, тоже очень классный. Он очень густой, смотрите, он очень густой. Обратите внимание, он густой, его хватает очень надолго одной капли на мочалку и полностью на все тело. Вообще классно, классно, классно. Использование, аромат классный и надолго хватает. Они тоже есть и красные бутылки, разные. Гель для душа, девочки, вот такой вот 350 рублей. Дезодоранты, девочки, Дубай. У нас дезодоранты, все они с Дубая у нас. Запах очень хороший, стойкий запах, девчат, реально, говорю вам. Есть. Когда я их покупала, у меня был задан вопрос, вот именно. Это все Дубай, но есть и подделки. Вам, ну, оригинал или подделка? Я сказала, нет, оригинал. И что, людям далеко пойдет, я не хочу. Я хочу, чтобы мои клиенты всегда у меня заказывали. А я работаю в этом плане на совесть. Если что-то и приходит, может, когда-то из 100% процент что-то людям плохое, то это никак не от меня зависит, а может быть какой-то заводской брак. Вот так вот. Значит, у нас дезодоранты. Сейчас я посмотрю, девчат. Дезодоранты Дубай 500 рублей, а другой 400. Один 500, тот 400. Мыло у нас в упаковке 4 штуки. Мыло, которое реально творит чудеса. Очень хорошо в использовании, в хозяйстве. Не то, чтобы там пользоваться. Ну, мы моем не мы руки, порой это турецкое мыло, но очень хорошее. Но от стирки там носки постирать, тряпки какие-то, нижнее белье. Отлично отстирывает. Хороший аромат у этого мыла. Я помню еще у бабушки в Украине, когда мы приезжали, у нее всегда были разные вот такое вот мыло белое. Оно тоже у меня есть и белое, разные. Это вот с оливками. Вот. Это тоже у нас в продаже, девчата. Это мыло. Мыло на данный момент стоит вот так вот 4 штучки, 400 рублей. Турция. Но это оригинал, девчат. Это не подделка. Рексонный дезодорант тоже у нас есть по 150 рублей. И такие 100 листов бумажные салфетки, девочки, 150 рублей. Очень хорошая вещь. Такая, знаете, нужная бывает. В 2 слоя они идут. Тоже салфеточки вот такие вот есть.